И снова здравствуйте, самоизолированные. Новый день и новая подборка от Осетия News будет прямо сейчас. Готовьте телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны. Сейчас будем советовать. И начнем мы с отличного свеженького боевичка, название которого в российском прокате просто испоганили. Сначала он назывался просто «Эвакуация», затем превратился в Тайлер Рейк «Операция по спасению». Не обращайте внимания на название, внутри все очень круто, динамично и драйвово. Сына индийского наркобарона похитили конкуренты, банда из Бангладеша. Вооруженные люди сторожат мальчика постоянно. Освободить его берется бывший военный, тот самый Тайлер Рейк. Он настоящий спец, поэтому расправляется с охраной очень быстро. Самое сложное начнется потом, ведь пробраться к безопасному месту через город, кишащий бандитами, будет ой как непросто. Главное, что вам надо знать об этом фильме, это то, что главную роль исполнил Крис Хемсворт. Он тут дерется всеми подручными предметами. Это такие Джон Уик в декорациях Бангладеша и Индии. Смотрится все очень круто. Переходим к драме. Она тоже связана с Индией и затронет, я уверена, каждого человека, у которого есть сердце. Фильм называется «Лев». До 5 лет маленький Сару жил в трущобах в Индии. У него были мама и брат, но однажды Сару теряется. Он засыпает в пустом поезде, просыпается в огромной Калькутте, где у него нет никого. Родных мальчика найти не удается, а спустя некоторое время его усыновляет пара из Австралии. Став взрослым, Сару начнет искать свою семью. История этих поисков будет невероятной. Роль взрослого Сару исполнил Дев Патель. Он здесь просто великолепен, но настоящая звездочка – это Санни Павар, который играл Сару в детстве. В общем, обязательно посмотрите этот фильм, он очень душевный. Переходим к триллеру. Здесь у нас кино о неожиданной смертельной эпидемии. Фильм называется «Птичий короб». 5 лет назад во всем мире начался настоящий кошмар. Увидев нечто, люди начинали убивать себя. Главной героине Мэлори тогда удалось спастись. Теперь же она с 2 детьми пытается попасть в единственное безопасное место, туда, где живет община выживших. С собой у них коробка с попугаями, ведь птицы реагируют на приближение того самого нечто. Самое главное для людей – не смотреть по сторонам. В общем, если вам в жизни не хватает разговоров об эпидемиях, обязательно гляньте «Птичий короб», тем более, что кино очень даже ничего. Для любителей романтических комедий на сегодня мы припасли милейшую ленту «Это дурацкая любовь». Вы наверняка видели хотя бы отрывочек из этого фильма, ну, тот самый, где Райан Гослинг будто отфотошопленный. Черт! Не может быть! Тебя словно отфотошопили. Все начинается с того, что Кола Уивера, приличного семьянина, бросает жена. Найти новую спутницу оказывается непросто, ведь Кол не был на свиданиях уже много лет. Помочь ему берется обаятельный ловелас Джейкоб. Он учит Кола обольщать дам, правильно одеваться и жить на полную катушку. Параллельно в фильме будет развиваться еще несколько любовных историй. Некоторые из них будут очень неожиданными для героев. «Это дурацкая любовь» – идеальный пример романтической комедии, где есть все – и шутки, и любовь, и приятное послевкусие от просмотра. Девушкам смотреть обязательно. Завершаем одной из самых веселых комедий, которую большинство из вас наверняка смотрели. «Однажды в Вегасе» с Кэмерон Диаз и Эштоном Кутчером. Незнакомые друг с другом Джой и Джек устраивают настоящий кутеж в Лас-Вегасе. Утром они с трудом вспоминают, что же произошло, а случилось вот что. Эти двое по пьяни поженились, а затем выиграли огромный джекпот. Теперь главная задача каждого из них – придумать, как отделаться от новоиспеченного супруга и забрать весь куш. Естественно, все это будет непросто. «Однажды в Вегасе» – комедия на все времена. Отличное настроение после просмотра вам обеспечено. На этом все. Делитесь своим мнением об этих фильмах в комментариях. Ну и обязательно рассказывайте о фильмах, которые любите вы.